Ароматы шашлыка и плова, зажигательные танцы и песни и всеобщее веселье. В Крыму отметили Хыдырлес. В массовых гуляниях приняли участие до 30 тысяч человек. Как все было, расскажут наши корреспонденты. Невыносимая жара не испугала желающих отдохнуть. Спасают кусты и деревья, сомбреро и зонтики. Потоки гостей не останавливаются. Десятки гаишников дирижируют нашествием автомобилей и автобусов. Колонна из Кизлева примчала громче всех. Праздник праздником, обед по расписанию. Гостей чествовали узбекским пловом и шашлыками, крымско-татарскими чебуреками и сладостями. Куреш, армрестлинг и конные скачки. Все желающие могли попробовать себя в различных соревнованиях. Праздник не обошелся и без эксцессов. Во время съемки скачек один скакун покалечил оператора. Моторные бабушки не отставали от молодежи. Пели народные песни и танцевали. Говорят, не ожидали, что Хыдырлес-Байрам можно праздновать так масштабно. Я и не надеялась, что Байрам будет таким ярким. Мы прошли через такие трудности, увидели депортацию, пытки. Мы не надеялись, что будем снова жить в мире и благополучии. Анатолий Могилев сдержал слово. На праздник крымских татар приехал, но крымским татарином себя так и не почувствовал. Анатолий Владимирович, почувствовали вы себя крымским татарином? Какое впечатление вообще от праздника? Я себя чувствую украинцем. А здесь? Крымские татары, проживающие в Крыму, это тоже украинцы. Поэтому я себя чувствую всех гражданами страны Украины. Какое впечатление от Крыма? Замечательно. Языческий символ Хыдырлеза – круглый хлеб халакай. В этом году он упал на правый бок. По древнему преданию, это должно свидетельствовать о том, что грядет плодородный год. Все они собрались здесь для того, чтобы отметить Хыдырлес-Байрам. Организаторы уверяют, в этом году они собрали более 30 тысяч гостей из жителей полуострова. София Абляева, Асан Полях, Заман, АТР.